Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Высокотехнологичная медицинская помощь включает в себя применение новых уникальных методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки. Насколько такая современная медицинская помощь доступна якутянам, мы поговорим сегодня. Гость студии Василий Игнатьев, главный хирург Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Василий Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сколько человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь в Якутии в 2023 году? У нас в республике 10 медицинских учреждений оказывают высокотехнологическую медицинскую помощь. И, кроме того, мы направляем за пределы республики федеральные медицинские учреждения. Если брать в сумме, то 7051 пациент у нас был всего за 2023 год. Из них именно в республике 4373 пациента. Вот. Это большинство именно операций, конечно. То есть по сравнению с тем, что было, когда это только начиналось, это, конечно, в разы увеличилось, буквально в 20 раз, вот, чем в самом начале. Это именно благодаря тому, что благодаря поддержке правительства и так далее у нас количество учреждений, оказывающих ВМП, увеличилось. Вот, новые, как вы знаете, стройки у нас идут постоянно и так далее. Поэтому, да, доступность высокотехнологической медицинской помощи в республике есть. Она постепенно растет, эта доступность? Она растет год от года. В этом году у нас вводится новое здание онкодиспансера. Это позволит еще больше увеличить как виды, так и количество ВМП, конечно. Ну вот какие новые методы лечения кардиологических заболеваний внедрены в Якутии на сегодня? Да, ну вот, как всем известно, кардиосудистый центр, который относится к Национальному центру медицины имени Николаева, он в прошлом году, позапрошлом году еще внедрен и запущен. И за эти годы там более 3000 пациентов было именно по поводу высокотехнологической медицинской помощи. И огромное количество операций проведено, в том числе вот только на открытом сердце, то есть один из самых сложных видов кардиохирургии, более 500 пациентов было проведено операций. Вот, очень сложные, высокотехнологичные именно операции, которые не во всех регионах страны делаются отнюдь. Такие как аортокоронарное шунтирование, эндоваскулярные, хирургические различные вмешательства, в том числе при сложных нарушениях ритма сердца, с имплантацией специальных приборов, различные виды коронарной реваскуляризации, в том числе с использованием таких сложных методов, как внутрисосудистый ультразвуковой контроль, вот, магистральные артерии, огромное количество операций, как новые появились методы, так и просто увеличилось количество тех, которые раньше могли делать, конечно, благодаря именно новому кардиосудистому центру. А вот какие операции стали более, может быть, щадящими, да, и проводятся с использованием новой высокотехнологичной техники, да, при онкологических заболеваниях? С тех пор, как у нас начала реализовываться, вот, как в стране, федеральная программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, конечно, наш республиканский онкодиспансер активно в этом участвует. При поддержке нашего правительства также довольно-таки много уже оборудования до открытия центра уже поступило и активно используется. И, конечно, именно такая передовая часть хирургии, как менее инвазивные методы лечения, оно в разы выросло именно в онкологии. То есть, например, операции на грудной клетке, которые раньше проводились только открыто, вот за прошлый год 80% операций было сделано или менее инвазивно, торакоскопические так называемые операции через маленькие разрезы на грудной клетке с помощью эндовидеокамеры и тому подобное. При опухолях почки тоже до 90% сейчас стало именно лапароскопическая резекция почки, экономная, ну, тем более удаление почки, если там. Другие, многие виды, это долго перечислять, многие виды операций при колоректальных раках, раках желудка, поджелудочной железы, печени, они раньше делались только открыто, и сейчас они
в очень большом проценте делаются лапароскопически в том числе. То есть, как я и сказал, с эндовидеокамерами, небольшие разрезы. Это очень удобно пациентам, легче переносится гораздо. Восстановление Период проще. реабилитации очень небольшой. Срок стационарного лечения тоже сокращается. Это, да, тоже прогресс, конечно. А вообще вот при появлении высоких технологий, да, ускорилось ли выявление операций, да, время выявления каких-то опухолей, да, и их, естественно, удаления? То есть стало ли время короче от выявления уже до оперативного вмешательства? Да, это вопрос несколько другой. Высокотехнологическая медицинская помощь обычно включается именно стационарное лечение, вот именно операцию. А сам процесс выявления онкологического заболевания, необходимого обследования перед операцией, он сократился, конечно, но он не напрямую связан с самой возможностью оказания ВМП. Он связан скорее с увеличением качества, количества оборудования в центральных районных больницах, в поликлиниках города, например, появлением новых компьютерных томографов в районах, вот, магниторезонансных томографов. Конечно, все слышали, например, как у нас новое здание поликлиники в Танцинском районе открылось, очень хорошо оснащенное. В стране не так много таких поликлиник, что у нас вот планируется магниторезонансная томография в Чурапчинском районе открыться. Вот. Очень много у нас компьютерных томографов стало именно за последние годы. Вот раньше это же было только в Якутске, возможно, а сейчас очень много. Ну, плюс есть выездные бригады онкологов, которые тоже выезжают, проводят обследования в Очень районах. большая работа по поводу ранней диагностики, а вы сами, все прекрасно понимают, что чем раньше выявлено онкологическое заболевание, тем лучше оно лечится, тем проще будет, тем больше эффект. И в этом плане проводится большая работа. И вот арктическая медицина, которая вот в прошлом году проект внедрен по осмотру всех прямо пациентов, жителей, прямо конкретно в каждом наслеге, там очень большой, если статистику посмотреть, то результат есть уже сейчас по раннему выявлению именно онкологической патологии. А вот есть ли инновации, да, в лечении офтальмологических заболеваний в Якутии? Да, Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница, она один из наших флагманов медицины, именно в своей части, конечно. Вот, ничем не хуже по сравнению с клиниками в других областях, и я бы даже сказал, что и лучше, активнее работает, чем во многих областях Дальневосточного федерального округа, например. Да, у них, конечно, постоянно вводятся новые виды лечения, новые виды операций, то есть такие сложно поддающиеся лечению заболевания, как глаукома, операции с использованием различных видов дренажей, вот именно по стабилизации внутриглазного давления, чтобы продлить вот именно нормальную функцию зрительного глаза, активно внедряются. Сложные названия, я могу перечислить конкретно, какие новые виды операций внедрены, например, в 2023 году. Ну, нашим слушателям, наверное, будет проще знать, что в нашей офтальмологической клинике делается большинство видов необходимых операций, постоянно внедряются новые. По отзывам федеральных научно-медицинских исследовательских центров, работа врачей, квалификация врачей и РУКБ, она очень высока. Мы, конечно, направляем все равно пациентов в федеральные медицинские учреждения, потому что нельзя объять необъятное, но по поводу офтальмологии только хорошие отзывы получали всегда. Ну, плюс, да, есть операции, которые проводят буквально вот в один день провели сегодня, завтра человек уже может спокойно жить, ему не нужно оставаться в стационаре, да, проходить какие-то дополнительные обстоятельства. Просто он уже на следующий день может жить практически полноценной жизнью. Да, специально так организовано все. Да. Ну вот смотрите, а были ли проведены, предлагаю вспомнить, да, какие-то, может быть, уникальные операции в прошлом году вот, в новом кардиологическом центре? Да, именно в 2023 году было проведено вот уникальное, это
слово гораздо серьезнее, чем высокотехнологическая просто медицинская помощь. Уникальность — это, получается, очень высокая сложность, мало где делается. Вот. И именно такие операции, да, в 2023 году в новом нашем кардиосудистом центре были проведены 5 уникальных операций. Я их, конечно, озвучу. Возможно, имплантация искусственного кардиовертера дефибриллятора. Вот уникальная операция. Транскатетерная имплантация артального клапана. Это получается, если простыми словами объяснять, без открытой операции на сердце устанавливают искусственный артальный клапан внутри полости сердца. То есть эндоваскулярно проходит через сосуды. Человек переносит, конечно, в разы легче, чем открытая операция. Вот. Коронарную реваскуляризацию со стентированием освоили, кардиосинхронизированную терапию, ангиопластику легочных артерий. И самое историческое событие у нас вот совсем недавно было осенью. Вот, бригадой специалистов кардиосудистого центра была проведена уникальная операция имплантации искусственного левого желудочка сердца. Это даже на российском уровне не частые операции, редкие. То есть, по сути, восстановили работу сердца благодаря вот имплантации? Да, ну, практически искусственное сердце. Оно можно сказать, по уровню, сделали, да? Проще говоря. Да. Ну вот у нас совсем недавно открылся онкологический центр, да, онкологический диспансер. Вот какие новые методики и технологии будут внедрены там в практику? Вот, как я уже сказал, оборудование для онкодиспансера уже новейшее, закуплено давно. Некоторые методики, они внедрены, и они просто будут расширяться именно в виды операций на брюшную полость и грудную клетки. Более сложные будут, возможно, с более тонкой техникой хирургической, с помощью там, флуоресцентных визуализаций и так далее, которые раньше были невозможны. Плюс в новом онкодиспансере у нас будет ангиограф. Это позволит делать именно онкологические внутрисосудистые эндоваскулярные операции. То есть химиоэмболизацию прицельную, это получается как химиотерапия прицельная через сосуд вот именно в то место, где находится опухоль, прицельно именно туда. Очень хорошие методики, ну и, соответственно, другие эндоваскулярные методики. Вот перечислять можно будет очень много. Ну, мы понимаем, да, что с появлением таких крупных медицинских учреждений у нас высокотехнологичная помощь будет только развиваться. Василий Петрович, большое спасибо, что вы нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей, успешной работы на благо нашей республики. Ну и, конечно, будем развивать медицину, а мы за этим будем пристально следить. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.